В эфире Якутия, 24. Главные события уходящего дня. В студии работает Андрей Погорелов. Здравствуйте, смотрите сегодня в программе. Авиакатастрофа в Бурятии. В Нижнеангарске самолет загорелся после жесткой посадки. Есть жертвы. Эффективность использования бюджетных средств и изменения в законодательстве. Всероссийская конференция членов Союза муниципальных контрольно-счетных органов стартовала в столице региона. Минимум травматичности и щадящий подход к донору. Впервые в Якутске профессор из Москвы провел операцию по трансплантации почки эндоскопическим методом. Скрытая опасность. Почему дикие животные в Южной Якутии все чаще стали выходить к людям? Великое произведение как музыкальная терапия. В Якутск приехал камерный оркестр из Кореи. Самые яркие мероприятия и фестивали. Сегодня россияне отмечают День молодежи. В Бурятии самолет загорелся после аварийной посадки. ЧП произошло в аэропорту Нижнеангарска. Воздушное судно Ан-24 приземлилось после отказа одного из двигателей. Выехало за пределы взлетно-посадочной полосы, врезалось в здание очистных сооружений и загорелось. В нашу редакцию попали кадры любительской съемки одного из пассажиров. Жертвами авиаинцидента стали 2 члена экипажа. Все пассажиры живы, 7 человек получили ранения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ситуацию прокомментировала администрация республики. Пожар тушили 5 расчетов. В настоящее время глава Бурятии держит на контроле ситуацию с авиапроисшествием в аэропорту Нижнеангарска и поручил оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим. Значит, в общем в самолете находилось 47 человек, из них 43 пассажира. Среди них 2 детей 17 лет и 13 лет. В результате авиапроисшествия погибли 2 пилотов, командир и техник. На данный момент медикам обратилось 19 человек, 3 госпитализированы, из них 2 детей госпитализированы. У одного из детей черепно-мозговая травма, у другого перелом ушибы. Также госпитализирована женщина, перелом плечевого сустава. На данный момент работают все пострадавшие находятся в центральной больнице Нижнеангарска. Там сейчас работают 2 хирурга, врач-анестезиолог и 2 бригады врачебно-сестринской помощи. На настоящий момент в аэропорту Нижнеангарска еще дежурят 2 бригады скорой медицинской помощи. Около 20 огнеборцев из других филиалов будут переброшены для тушения лесных пожаров. Сегодня глава Якутии работал в Верхоянском районе. Айсан Николаев совершил облет территории района, подверженной огненной стихии. Далее он провел совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где ему сообщили, что пожары, бушующие на территории района, не угрожают населенным пунктам. Всего же на тушение пожаров задействовано более 300 человек и около 40 единиц спецтехники. Посадка здания и трещины в полах. Жильцы дома по улице Сдержинского, 9 в Якутске возмущены проведенным в прошлом году капитальным ремонтом. Всю зиму в некоторых квартирах было холодно. Ситуация разбиралась Сусанна Рожина. В прошлом году в этом доме был проведен капитальный ремонт инженерных систем. Была заменена канализация, теплосистема, водоснабжение. Но некоторые жители первых этажей не разрешили вскрывать свои полы, чтобы провести трубы теплоснабжения, из-за чего зимой во многих квартирах было холодно. В связи с недопуском первого этажа к системе теплоснабжения, так как система проходит в подпольном канале, и доступ был не стопроцентный, соответственно, эффект не был бы достигнут именно капитального ремонта. Поэтому мы с управляющей компанией, фондом, приняли решение систему вынести под дом для удобства обслуживания, и качественного исполнения работ.
Теперь жители требуют утеплить цокольный этаж дома до наступления зимы, чтобы на первых этажах было не так холодно. Помимо этого, у дома есть и другие проблемы. Идет уже просадка здания. По словам жильцов, даже в квартирах есть трещины. Просадка идет основательная, потому что есть трещины в доме, в квартирах. Даже есть трещины на полах, потому что у людей не закрываются даже шкафчики элементарные. Пол уже перекосился в сторону улицы Дзержинского именно. Управление Госстройжилнадзора настаивает на проведении дополнительных работ и срок завершения утепления цокольного этажа до 15 июля. У нас замечание по проведенным работам было то, что именно в местах прохождения труб через цокольное перекрытие не были утеплены в соответствии с проектом. Данное предписание у нас стоит со сроком до 15 июля. И если не будет исполнено данное предписание, то, соответственно, фонд, конечно, будет привлечен к административной ответственности. В Якутске в этом году в плане капремонта стоит более 50 домов. Из них работы начаты уже в 10. Для качественного капремонта жильцы и управляющие компании должны следить за проведением работ подрядными организациями, чтобы потом не было ни у кого взаимных претензий. Сусанна Рожина, Павел Пахомов, Якутск. Эффективность использования бюджетных средств и изменения в законодательстве. Эти и другие важные вопросы обсуждают участники 18-го собрания членов Союза муниципальных контрольно-счетных органов. Всероссийская конференция официально стартовала сегодня в столице региона. География участников довольно-таки широкая. Об обмене регионами опытом и не только расскажет Анастасия Кобызева. Всероссийская конференция в столице региона проходит по ряду причин. Во-первых, в этом году исполняется 15 лет контрольно-счетной палате города Якутска. Во-вторых, в республике вот уже много лет особое внимание уделяют развитию контрольно-счетных органов на муниципальном уровне. Мы находимся в постоянном взаимодействии с счетной палатой республики и с счетными палатами муниципальных образований. И, конечно, мы также работаем для развития информационных систем. Специализированные информационные системы сейчас в республике разрабатываются как раз для мониторинга и прогнозирования достижения результатов. Взаимодействие между уровнями власти и эффективность использования бюджетных средств. Эти важные вопросы обсуждают делегаты конференции из 48 регионов страны. Сейчас первичная цель, поставленная нашим правительством, президентом Российской Федерации, чтобы мы с вами жили лучше. Для того, чтобы деньги пошли правильно, для того, чтобы, к сожалению, не всегда они доходят, чтобы деньги были использованы именно для благосостояния нас с вами, для всех наших россиян, мы здесь и находимся. Обмен опытом – вот главная цель собрания. А делиться действительно есть, чем каждый регион применяет собственные практики. Например, в Иркутске работает умная система, которая позволяет в короткие сроки обработать большое количество документов. И мы надеемся, что и контрольно-счетные палаты города Якутска, и Республики Саха-Якутия возьмет на вооружение эти элементы цифровизации, потому что цифровизация сегодня это настолько актуально, что даже не обсуждается. И хочется, чтобы в Якутии применялись такие новые информационные технологии с элементами искусственного интеллекта. В течение 3 дней регионы будут набираться опыта и находить для себя интересные практики. Как говорят сами делегаты, вместе проще вырабатывать решения для более тщательного контроля использования бюджетных средств. Анастасия Кобызева, Джилсон Иннокентьев, Григорий Хлопков, Якутск. Сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале Якутия-24. Скрытая опасность. Почему дикие животные в Южной Якутии все чаще стали выходить к людям? Великое произведение как музыкальная терапия. В Якутск приехал камерный оркестр из Кореи. Самые яркие мероприятия и фестивали сегодня россияне отмечают День молодежи. Это Якутия-24. Главные итоги уходящего дня. Щадящий подход к донору и возможность сократить реабилитационный период. Впервые в Якутске провели операцию по трансплантации почки эндоскопическим методом. Для этого из Москвы прибыл доктор медицинских наук, профессор Московского медицинского института Эдуард Галямов. Для якутских врачей в республиканской больнице номер 1 он провел мастер-класс, за ходом которого наблюдал и наш корреспондент Руслан Варламов. Главный хирург здесь Эдуард Галямов. Это доктор медицинских наук и профессор. Он демонстрирует и проводит мастер-класс для специалистов медицинского центра.
Помимо этого ведется прямая трансляция по всему миру, где также могут поделиться опытом медики других стран. В Якутске трансплантация почек практикуется еще с 2002 года. Было выполнено более 100 операций, но проходили они открытым способом, иначе говоря, через разрез брюшной полости. На сегодня мы впервые проводим операцию по эндоскопическому, то есть малоинвазивному методу, который наиболее приемлем на сегодня в мире. Эдуард Галлямов, профессор Первого Московского института, показал специалистам особенности выполнения операции, как верно вести процедуру тонкой работы эндохирургии. Сейчас происходит операция донорская нефроктомия. Суть операции – родственник жертвует почку для своего близкого человека. Можно сделать это большим разрезом операцию, можно сделать лапароскопически из небольшого доступа, извлечь почку. Просто смысл этой операции – деликатная работа. Нельзя навредить этой почке, нужно отдать хороший, годный орган. И нельзя навредить донору, поэтому такая она кропотливая, деликатная операция. Мы, видите, не торопимся никуда. Это не ралли, это хирургия, которая требует нежных, точных, спокойных движений. Все действия операции наблюдают через специальное оборудование, которое позволяет видеть моменты на экране через 3D-изображение, надев специальные очки. Все были в кинотеатре 3D. Значит, одевая эти очки, смотря в экран, мы видим объемное изображение органов, то есть то, что близко лежит, мы видим, то, что дальше лежит, мы видим. Это улучшает визуализацию во время операции органов и более такую филигранную работу с тканями. Данный метод нам дает возможность как-то более щадяще подойти к донору и реабилитационный период, сократить его, период, которого он находится в больнице. Преимущество эндохирургии при выполнении операции в первую очередь является минимум травматичности, меньше кровоподтеков и боли после операции. В дальнейшем специалисты Республиканской больницы номер 1 будут внедрять данный метод. Руслан Варламов, Григорий Охлопков, Якутск. Между тем, в летний сезон в отделении травматологии, так же как и зимой, нескончаемый поток пациентов. В Республиканской больнице номер 2 пояснили, что большее количество травм люди получают во время отдыха, а также из-за дорожно-транспортных происшествий. Почему даже профессиональные спортсмены не застрахованы от травм, узнавала Кристина Якупова. Вот уже как 2 недели получает лечение профессиональный спортсмен Владимир Лебедев. Травму он получил во время подготовки к соревнованиям по легкой атлетике, которые будут проходить в Амге этим летом. Во время забега, подходя к финишу, Владимир неудачно упал и порвал ахиллово сухожилие обеих ног. Мама молодого спортсмена не отчаивается и всячески поддерживает сына. Хорошо лечат, операцию сделали вовремя. Ну, так как он все-таки молодой организм у него, поэтому еще надеемся, и врач надеется, что у нас все будет хорошо. Для травматологического отделения Республиканской больницы номер 2 что зима, что лето – периоды особого напряжения. В холодное время года везут тех, кто шел и упал, ну а летом характер травм отличается куда большим разнообразием. Летние травмы в основном обусловлены тем, что народ почаще выходит на улицу, на природу, на купание, на какие-нибудь строительные работы. Люди поступают с переломами. Как бы они их не получали, все равно перелом есть конечный результат их падения, там, или ДТП, или мототравмы. В приемное отделение Центра экстренной медицинской помощи ежедневно обращаются около 30 человек. Из них 25 остаются на дальнейшее лечение. Причиной чрезвычайных происшествий врачи называют невнимательность. Но при этом злоупотребление алкоголем остается одной из основных причин увечья людей. Кристина Якупова, Григорий Николаев, Якутск. Дикие животные в Южной Якутии все чаще стали выходить к людям. Связано это не только с наступлением лета. Недавно были зафиксированы случаи появления медведей на федеральной трассе. Увидев в соцсетях видеоматериалы с участием хозяев тайги, сделанными водителями-дальнобойщиками, известный нерюнгринский фотограф Юрий Коковин выехал на трассу Нерингри-Алдан. Только на 4-й день в промежутке между рекой Большой Дура и поселком Хатыми ему удалось запечатлеть медведицу с медвежатами. Вышли они из леса, когда на дороге было скопление фур. Фотограф заметил, что дикие животные без опаски подходят к людям. Водители при каждом удобном случае то и намереваются покормить диких животных.
все вот эти снимки я, по сути дела, и сделал, как вот человек и взаимодействие человека и дикого зверя. Ну и когда там водителя не было, она несколько сделала прыжков в сторону меня, когда мне показалось, что вот-вот она меня как бы хочет не только это, чтобы или выпросить еды, или все-таки напасть от того, что она все-таки прикрывает своих детенышей, потому что я назойливо снимал. Назойливо, конечно, так нельзя. Ну, что сделаешь, это фотограф, этот народ такой вредный. Я призываю, посмотрели, сфотографировали это и уехали, не кормите. А на самом деле все интересно же. Это, и все будет гармонично. И медведи останутся целы, и мы будем без травм. По всей стране сегодня отмечают День молодежи. Только в Москве для молодых людей открыли около 100 различных площадок в парках, скверах и на площадях. Несмотря на дождливую погоду, зевак собралось немало. Для молодых людей организовали ярмарку вакансий, различные мастер-классы, а любители искусства смогли насладиться граффити. Кроме того, можно было покататься на велосипедах, которые не пользовались спросом из-за дождя. По этой же причине были отменены танцы на свежем воздухе. На самом деле настроение прикольное, очень хорошее, потому что собралось очень много хороших художников. Многих из них я знаю, они мои друзья, поэтому такая атмосфера достаточно дружелюбная. Что касается погоды, конечно, это не лучшая погода, но в принципе все рисуют, как бы нам не привыкать, рисуем очень много лет, поэтому ситуации были разные, погода тоже бывает разной. Пока все получается, надеюсь, так будет и дальше. Вот, рисую своих персонажей, наслаждаюсь процессом. Между тем, одним из самых популярных занятий у якутян до 30 являются танцы, трикинг, брейк-дэнс и вакинг – модные направления современности. Как с ними обстоят дела в Якутске, выяснял Андрей Мухоплев. 5 поперечных оборотов в одном сальто в исполнении трикера Гаврила Данилова было зафиксировано Международным агентством регистрации рекордов Интеррекорд, а также реестром рекордов России. Трикинг – спортивное направление, сочетающее в себе движения из боевых искусств, гимнастики и брейк-данса для создания зрелищной смеси из вращений в разных плоскостях, винтов и ударов ногами. Сейчас мы находимся в зале трикинга города Владивосток. Здесь я провожу все время, здесь я работаю, здесь я тренируюсь, здесь я учусь. Планы все те же, как и 8 лет назад. Это завоевать мир и стать самым лучшим. Выехать за пределы России и показать свое мастерство, свой уровень и показать, что такое якутский трекинг, по-настоящему якутский трекинг. Брейк-данс временно включен в программу Олимпийских игр в 2024 году в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета. Напомним, в прошлом году на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе чемпионом стал 18-летний Сергей Чернышов из Воронежа. Теперь брейкеры всего мира заинтригованы, в том числе и наши будущие чемпионы Monsters Crew под руководством опытного тренера и танцора Петра Черкашина. Недавно посетили чемпионат России. Это была вообще первая поездка команды, получается, за пределы республики. Команда, мы заняли там 3-е место. 1 на 1 Овсянников Алексей выиграл 1-е место, получается. Поэтому мы были довольны результатом. Сейчас мы тренируемся двойным усилием, чтобы ребята стали олимпийскими чемпионами. Как говорится, с улицы до вершинах Олимпа. Вакинг, или с английского «махать руками». Сегодня этим словом называют набирающий популярность стиль уличных танцев. С ноября прошлого года по сей день Катерина Потапова завоевала множество побед на всероссийских и международных конкурсах. Потому что когда ты живешь в Якутске, какие-то ограничения в твоей голове, то что ты живешь далеко, и даже пробраться на уровень России это как-то невозможно. Но для меня это была, конечно, мечта выиграть всероссийский чемпионат. Я его и выигрывала. Потом выиграла международный чемпионат, потом поехала вообще за границу, потом начала давать вот эти классы. И для меня вот это ограничение просто испарилось, и как бы я исполнила свою мечту и максимально себя как-то проявила, и сейчас я очень довольна этим результатом. Имиджевая политика республики развивается с каждым днем благодаря молодым талантам, которые защищают честь Якутии на российской и мировой арене. Андрей Мухоплев, Григорий Охлопков, Якутск. Парад северных конных всадников пройдет впервые в Якутске в преддверии национального праздника Эсэх-Туймады. В акции примут участие руководство республики и города, также артисты и коневоды. Парад проводится в целях сохранения и развития уникальной культуры северных всадников и скотоводов Арктики. Праздничное мероприятие в нарядном убранстве отражает ценность
основания самой северной коневодческой культуры Якутии. Шествие всадников проследует по маршруту от площади Дружбы до площади Орджоникидзе, далее до местности Усть-Хатын. Великое произведение как музыкальная терапия. В Якутск приехал камерный оркестр из Кореи. Музыканты примут участие в международном открытом конкурсе молодых исполнителей «Розовая чайка», который стартует завтра в столице республики. С корейскими музыкантами встретилась Саргалана Федорова. Скрипка заполняет зал чудесной акустикой. Покорить классическую сцену приехали корейские музыканты. До старта один день. Уже завтра они исполнят торжественный марш британского композитора Эдуарда Элгара. Пак Зун Пен играет на скрипке с малых лет, и он уже на пути к своей цели. Нам повезло, что в Корее создают рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья в сфере культуры. После окончания занятий в оркестре я хочу поехать в Америку, чтобы дальше развиваться и заниматься музыкой. В оркестре занимаются ребята с ограниченными возможностями здоровья. Коллектив существует 13 лет. Оркестр создает рабочие места в музыкальной сфере. Но самое главное – это то, что музыка служит своего рода терапией. Самая главная задача оркестра – лечение музыкой. С этими ребятами я работаю 5-й год. Как показала практика, музыка действительно лечит. Когда я только пришел, они были зажатые и замкнутые. Но постепенно ребята раскрылись через музыку. Они много улыбаются, стали хорошо выражать свои эмоции. У молодых музыкантов свое видение на каждое великое произведение. Они покажут себя с разных сторон – с музыкальной, технической, в целом с виртуозной. Мы слышали, что Россия оказывает хорошую поддержку людям с ограниченными возможностями здоровья. И Корея тоже старается создавать им рабочие места. Я надеюсь, что в дальнейшем и в Якутии будет создан музыкальный оркестр для таких особенных людей. И мы могли бы вместе сотрудничать. Конкурс «Розовая чайка» соберет молодых музыкантов из 5 стран мира. Среди них сольные исполнители и коллективы, играющие на струнных, духовых и народных инструментах. Это и профессионалы, и просто любители музыки. Саргалана Федорова, Джолустан Иннокентьев, Якутск. У меня на этом все. Я с вами прощаюсь. Удачного вечера.